Генерал Шаймуратов и кот Леопольд приехали в Верхнее Ркеево. 7 апреля в нашем районе с гастролями побывал Сибайский госбашдрамтеатр имени Арслана Мубарякова. Артисты из Зауралья привезли илишевскому зрителю сразу 2 спектакля. Сначала днем они порадовали детишек. Своими секретами, как жить дружно, делился знаменитый кот из сказки Аркадия Хайта «День рождения кота Леопольда». Ребятишки были в восторге от удивительных приключений 2 мышей-проказников и самого доброго персонажа известного мультфильма. Вчера мы выступали в Нефтекамске, сегодня приехали сюда. Сейчас в данный момент мы отыграли детский спектакль «День рождения кота Леопольда». Зал был полный, очень спасибо, нам было приятно и детям было приятно. А сегодня вечером играем «Реквием» Шаймуратов «Генерал». Особенность в том, что он, как сказать, литературный, не с источника исторического, а именно как бы литературное написание, поэтому он имеет такое название, как «Реквием». Имеется в виду, то, что происходит на сцене, это никак не связано с какими-то историческими фактами, а как бы литературный. Очень массовый спектакль, практически играет вся молодежь театра. Вся молодежь, весь мужской состав, весь женский состав. Сегодня отыграем, будем выдвигаться дальше, поедем в Октябрьск, в Туймазы, в Салават, и все, наши гастроли заканчиваются. Драма «Реквием» Флорида Булякова «Шаймуратов генерал» поставлена режиссером Ильнуром Мулабаевым и рассказывает о 112-й башкирской кавалерийской дивизии, возглавляемой в годы Великой Отечественной войны легендарным Минигали Шаймуратовым. В результате просчетов командования дивизия генерала была забыта и отрезана от своих в селе Ясная Поляна. Есть приказ не отступать. Генерал вынужден отправить на кровавую бойню своих лучших бойцов. В спектакле показана вся трагичность ситуации. Авторы постановки старались донести до зрителя, до наших потомков весь ужас тех времен и весь героизм наших солдат. Стоит признать, у них это получилось. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».